Есть там музей, наверное, да, музей Карла Ремберга, где мы видели, прикоснулись, так сказать, к истории, потому что многие знают, что основателем компании в мире предложил натуральные витамины. Это Карл Ремберг. Если есть врачи в зале, то, может быть, вспомните. Но когда мы туда зашли, нас одели, вы знаете, как наверное, даже еще лучше, чем в операционной. Потому что там поставила вам, вот это как раз наша группа идет, нейролайзер есть, да? Одетые, мы видели сырье, вот такие коридоры, слева фотография, все закрыто, все автоматизировано. Вот эта фотография, это бесконтактное перемешивание сырья. Для того, чтобы сохранить в сырье максимальное количество питательных веществ, бесконтактное перемешивание. Если сюда добавить температуру, то тогда концентрация. Мы рассказывали, вот это лаборатория. Вот это хроматографы и схема. В любой лаборатории висит такая схема. Для чего? Ну, например, хотим мы получить витамин С, собираем сырье. Есть определенный график. Если собранное сырье не совпадает с желаемым графиком хотя бы на миллиметр, вся партия сырья выбраковывается. Причем собирают сырье, вы знаете, это может быть ночью. Выйти